Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я посмотрел разбирательство, устроенное Кадыровым по поводу смерти Мадины Умаевой, молодой матери из Гудермеса. И это мне напомнило анекдот, как узбекские ученые пытались создать вакцину от коронавируса, но каждый раз у них получался плов. Также и здесь вот Кадыров, какое бы разбирательство он не пытался устроить и показать это по ЧКТРК грязный, у него получается очередное судилище с извинениями, с унижением, с принуждением. Мать этой погибшей или умершей девушки, ее заставили извиняться, оговаривать саму себя. Родственников, прибывших туда со стороны этой матери, их тоже заставили извиняться. И для любого зрителя этого шоу очевидно, что мать говорит это все неискренне. Она вынуждена, ее принудили к этим извинениям. Вообще, единственный вопрос, который волнует меня и вообще в целом общественность, это смерть этой девушки. Была ли она насильственной или естественной? Убили ее или она сама умерла? Вот это единственный вопрос, который нас интересует. И, собственно, именно для установления этого момента и была произведена эксгумация и дальнейшая экспертиза. Экспертиза должна установить причину смерти. Это все, что может сделать экспертиза. Она больше ничего не установит, только причину смерти. Экспертиза не покажет, была ли она хорошей матерью, хорошей дочерью, хорошей родственницей. Нет, ничего из этого не покажет. Только причину смерти. Результатов экспертизы еще нет. Причин смерти мы не знаем. От недели или полторы недели займет вроде бы установление причины смерти. И мы все ждали результатов этой экспертизы, но Кадыров созвал всех на это разбирательство, и я даже подумал, он же академик всевозможных наук, он и кандидат, он профессор, возможно, он сам как-то установил причину смерти. И я ждал, что на этом разбирательстве Кадыров озвучит причину смерти, но он ее так и не озвучил. Кадыров рассказал нам о том, что она была плохой снохой, что ее мать была 4 замужем, что она не воспитывала, что дочь не жила с ней в период, по-моему, с 9 месяцев до 14 или 15 лет, что после смерти этой дочери мать на второй день забрала ее вещи в 12 пакетах, что сестра погибшей или умершей девушки пришла на мероприятия похоронные в ее платье. То мы узнали столько всяких подробностей, которые были абсолютно никому не интересны. Никого это не интересует. Единственный вопрос, который нас интересует, ее убили или она умерла своей смертью. Все. Дайте ответ на этот вопрос. Но этот вопрос, на него нам не ответили. Наши главные вопросы, наши главные подозрения, они вообще не были никак откомментированы. А ведь самой основой этих подозрений явилось то, что эту девушку похоронили ночью. Не успела она испустить дух, ее сразу же омыли, отвезли на кладбище под покровом ночи с зажженными лампами, выкопали эту могилу и настолько оперативно ее захоронили, что у людей появились подозрения, а не для того ли это делалось, чтобы скрыть следы убийства. Потому что для чеченцев это не характерно хоронить людей ночью. И вот это главный момент в этой истории, его практически даже не упомянули на этом разбирательстве. Немножко откомментировал эту ситуацию кадий Гудермесского района, сказав, что это соответствует шариату. Захоронение ночью, это соответствует исламской религии, шариату нашей религии. Ночью людей можно хоронить, так хоронили сахабы, он сказал. Да, это и мы знаем, но это не свойственно для нашего народа. Вот в чем момент, вот в чем вопрос. Зачем озвучивать, что это соответствует шариату? Шариату соответствует и женитьба на двоюродной сестре. Что же вы тогда также не скажете и об этом? У нас в Чечне кто-нибудь посмеет жениться на двоюродной сестре, обосновав это тем, что по шариату это дозволено? Конечно, нет. Это не свойственно для нашего народа. Также не свойственно для нашего народа хоронить людей ночью, несмотря на то, что это соответствует шариату.
Для нас это не свойственно. Такое происходит только в каких-то индивидуальных моментах, когда есть какая-то причина для того, чтобы это было сделано ночью. Это крайне редкие случаи, которые можно вообще сосчитать на пальцах. И здесь главный вопрос у нас, почему ее похоронили так спешно, под покровом ночи? На него нам никто не отвечает. Нет до сих пор результатов экспертизы. Ладно, если вы говорите, что ее не убили, озвучьте тогда, почему она умерла. Здоровый человек ведь не умирает просто так, бывает какая-то причина. У любой смерти есть причина. И наука сегодня, медицина, в состоянии установить эту причину. Патологоанатомы, они могут установить причину. Вот как ты, Кадыров, ты кандидат экономических наук, да, ты говорил? Ты знаешь, как строить быстро и дешево, быстро и качественно. Ты нам об этом говорил. Вот так же патологоанатомы, они тоже умеют вскрыть тело и установить причину смерти. Этой причины смерти до сих пор мы не знаем. Не знаешь этого и ты. Этого никто не озвучивает. Если ты до сих пор не знаешь причины смерти, почему ты устраиваешь это судилище, в котором ты обвиняешь сторону матери, что она, послушав какие-то сплетни, мол, подняла шум. Вы говорите о факте ее эксгумации как о каком-то преступлении. Но это нормальный правовой механизм, когда есть подозрение, что человека убили и пытаются скрыть эти следы. Это нормальный правовой механизм. Таким образом устанавливаются виновные, устанавливается причина смерти, начинается какое-то разбирательство. В этом нет никакого преступления. Да, это, конечно, неприятный процесс. Но этого всего бы не было, если бы вы не похоронили ее под покровом ночи. Если бы вы все сделали бы по-человечески, как обычно у нас это делают, ничего бы подобного не было. Очевидно ведь, что в этой истории есть какая-то ложь. И вы на этом судилище вы подали еще одну причину для подозрений, озвучив место работы этого мужа. Как оказалось, он не просто где-то числится в силовых структурах кадыровских, а он работает на полигоне в его родном селе, в Хосе-Юрте. Он человек из его тейпа, и мы теперь понимаем, что там есть какая-то родственная связь. Ведь на полигоне кадыровском, в его родовом селе, люди со стороны не работают. Мы понимаем, что туда не по объявлению набирают людей. И как оказалось, он является еще и инвалидом, ему не могут по приказу вывести на работу, то есть его, по сути, содержали, давали ему зарплату, при этом разрешая ему выполнять какую-то работу. Разумеется, это все делается по великому блату. Понятно, что этот человек состоит с вами в какой-то родственной связи. И вот теперь у нас еще больше вопросов. Выходит, вы таким образом отмазали своего человека. Сейчас уже, после тех извинений, которые вы заставили принести мать, после того, как вы, брат этой матери говорил, что нельзя ли сейчас остановить этот процесс, там, обратно захоронить тело, не проводить экспертизу, понятно, что сейчас теперь уже никто не поверит даже результатам экспертизы. Теперь уже в это никто не поверит. Теперь понятно, что вы можете написать все, что угодно, и сторона этой девушки не будет настаивать на дальнейшем разбирательстве. Все, вы их уже запугали, вы их заставили извиниться. Дальнейшее разбирательство здесь смысла уже не имеет. Поэтому сейчас, чтобы эта экспертиза не показала, люди в это не поверят. И у нас все осталось еще больше вопросов к этой истории. И еще больше подозрений. Пусть Аллах дарует терпение родным и близким погибшей или умершей девушки. Я не говорю, что ее убили, я этого не знаю, но я говорю, что есть серьезные подозрения, что она умерла не своей смертью. И как бы там ни было, сейчас уже очевидно, что в этой истории есть великая ложь, которую покрывают кадыровские власти, вплоть до самого Кадырова. Сам Кадыров заинтересован в том, чтобы истина в этой истории
не всплыла и не стала общественным достоянием.